Да. Мгм. Мгм. Добрый день, уважаемые педагоги. Сегодня мы продолжаем серию вебинаров по внедрению индивидуальной карты развития ребенка в дошкольные учреждения Республики Коми. Сегодня тема у нас достаточно интересная. Это организация процесса обучения и воспитания ребенка на основе индивидуальной карты развития, которая была представлена особым детством в представительстве Юлии Сергеевны Посевкиной. Сегодня будут рассмотрены различные вопросы по внедрению данной карты. Еще раз напоминаем о том, что если в процессе работы по внедрению данной карты возникают у вас какие-то вопросы, обязательно обращайтесь в центр Юлии Сергеевны, пишите в центр к нам, мы обязательно свяжемся, да, решим вопросы, найдем, каким образом вас взаимодействовать, чтобы вы смогли переговорить и решить какие-то вопросы. Поэтому обязательно не забывайте, что если что-то происходит, вам всегда помогут, вам ответят на все ваши вопросы. Итак, сегодня в вебинаре будут рассмотрены различные вопросы по заполнению карты и организация самого педагогического совета как инструмента командного сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях дошкольного учреждения. Сегодня ведущими будут Юлия Сергеевна Посевкина, это председатель организации родителей детей с особенностями развития, и ее коллега Позиховская Надежда Федоровна, педагог Центра помощи детям с особенностями развития «Синяя птица». Сейчас я предоставляю слово Юлии Сергеевне. Пожалуйста, будьте так добры. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что уделили нам время. К сожалению, за это время мы пока не получили от вас каких-то вопросов, обратной связи и не понимаем, сложно вам работать с индивидуальной картой развития или несложно, или, может быть, настолько это все понятно, и мы бы были очень рады, если бы это было все понятно. Если нет, мы очень хотим попробовать ее доработать максимально эффективно, чтобы потом внедрять. Это, кстати, Надежда Позиховская, педагог-психолог, которая тоже будет участвовать сегодня в вебинаре. Сегодня мы снова говорим о индивидуальной карте развития ребенка, но в другом ключе. Вот видите эту карту, да. Напоминаю вам, что если вы заинтересуетесь, вы можете ее в конце уже скачать по ссылке, которая будет под окном, где реализуется, как это называется, где идет наш вебинар. Итак, каким образом мы, как авторы этой индивидуальной карты развития ребенка, видим организацию процесса обучения и воспитания на основе этой карты? Как ее заполнять, мы уже говорили с вами на первом вебинаре. На втором вебинаре мы уже приглашали одного из родителей, который рассказывал, с какими сложностями она сталкивалась и с какими сложностями сталкивались педагоги, к которым она эту карту приносила. И мы пытались найти способы решения этих вопросов. Сегодня мы поговорим о проблемах, которые в принципе стоят перед педагогами всех учебных заведений, детских садов, в том числе и школ, проблемах, связанных именно с детьми с ограниченными возможностями ребенка. И обозначив эти проблемы, мы предложим пути решения с участием вот этой индивидуальной карты развития ребенка. Конечно, первая проблема, точнее, это даже не первая проблема, это очень серьезная просто проблема, когда в образовательное учреждение приходит новый ребенок, и этот ребенок очень необычный, очень непростой. Все педагоги стоят перед вопросом, что с ним делать, и самое важное, как быстро понять его, потому что процесс адаптации может затянуться с таким ребенком на годы, и даже к концу детского сада, дошкольного образования он еще не закончится. То есть есть настолько непростые дети, неадаптивные дети. Вот перед нами стоит всегда этот вопрос, и это проблема. Следующая проблема, с одной стороны, это прекрасно, это инклюзия, да, то, о чем сейчас говорят, что во всем цивилизованном мире развивается, у нас в России тоже, слава богу. Но подводный камень этой инклюзии, вы сами знаете, он говорит о том, что все педагоги всех образовательных учреждений должны быть готовы к любому ребенку.
То есть специализированные школы, детские сады уходят постепенно в историю, и теперь в любой класс, в любую группу детского сада может прийти любой ребенок особенный, и вы должны быть готовы понять и ребенка незрячего с его особенностями, и ребенка, который не может говорить, и в конце концов слепоглухонемого даже ребенка, возможно, когда-то это будет. Мы всех должны учить, и это совершенно нормально, это гуманно. Следующая проблема – это то, что ребенок ходит к разным специалистам, мы тоже об этом говорили, сейчас только упомяну вскользь. Он ходит к разным специалистам. Каждый специалист проходил свои какие-то курсы обучающие, у каждого специалиста в голове сложилась своя методика, свои подходы. И это с одной стороны, это прекрасно, это такое большое разнообразие подходов, но с другой стороны, ребенок зачастую страдает от этого. Каждый специалист в определенных образовательных учреждениях и реабилитационных ставит свои цели, и зачастую эти цели не согласованы с целями, практически никогда, они не согласованы с целями со специалистами из других учреждений. Хорошо бы, если они согласованы со специалистами твоего же учреждения, да, то есть есть возможность общаться, но не всегда эта возможность в реальности осуществляется. И вопрос стоит очень серьезный, как специалистам договориться между собой. Это и есть настоящее межведомственное взаимодействие. Итак, мы считаем, что главное условие успеха вот в этом вопросе адаптации ребенка, приспособления к нему и его к вам, и к коллективу, это умелая организация межведомственного взаимодействия всех участников процесса. Сейчас я и Надежда, мы будем говорить об элементах этого межведомственного взаимодействия, но мы опускаем те очевидные элементы, как сами педагоги, воспитатели, родители, о них вы и так знаете, вы являетесь этими элементами, самообразовательное учреждение. Мы будем говорить о менее очевидных и не то что востребованных, а использованных, как хотелось бы. Я хочу обратить ваше внимание, что «Особое детство», наша организация, мы 10 лет занимаемся правозащитной деятельностью, в первую очередь. То есть мы занимаемся продвижением, созданием системы качественного получения образования такими детьми. Поэтому мы изучаем законодательство и пытаемся внедрять какие-то новинки, то есть уговаривать власти внедрять какие-то вещи, которые уже внедряются, например, на федеральном уровне, но у нас еще нет. Поэтому в этом вопросе мы в том числе разбираемся, каждый день мы занимаемся этим, и поэтому я бы хотела тут вас призвать к некоторым действиям. Итак, из каких же элементов состоит межведомственное взаимодействие, кроме родителей, педагогов и других специалистов? Первый элемент, это не значит, что он самый важный или менее важный, то есть здесь иерархии никакой нет, это, конечно же, психолого-медико-педагогические комиссии. Центральная, которая находится здесь в Сыктывкаре, ее филиал еще есть в Ухте, и территориальные, которые находятся в каждом населенном пункте и в каждом районе. И еще психолого-медико-педагогические консилиумы, которые может организовать образовательное учреждение. И это очень хорошее подспорье, потому что если мы посмотрим законодательство, в положении об этих комиссиях написана одна из задач. Это оказание консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями, работникам образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, то есть не только образовательных организаций, учреждений здравоохранения и других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей. Это означает, что в ПМПК обращаться нужно не только за тем, чтобы они обследовали ребенка и выдали какие-то рекомендации. В задачах ПМПК стоит помогать вам разрабатывать адаптированные образовательные программы, разрабатывать учебные планы, советовать. В их функциях, полномочиях есть выходить в образовательное учреждение, наблюдать там в полевых условиях за ребенком и давать вам какие-то советы, помогать вам составлять какие-то планы действий. И мы провели не одну встречу с представителями психолого-медико-педагогических комиссий, и каждый раз они говорили, к нам не так много обращаются работники учреждений, как надо бы. И вот мы вас призываем туда обращаться и прям за советами активно, все-таки это люди, которые постоянно работают с такими детьми и методически все время растут.
Вот смотрите, здесь желтым обведено на экране, вы видите, это адрес психолого-медико-педагогической комиссии, вот, и есть, это центральная ПМПК, и здесь вот я специально открыла раздел для специалистов ПМПК, но он касается всех педагогов, и здесь в очень доступной форме, вот, например, есть различные памятки для педагогов, вы можете видеть памятка для педагогов по работе с обучающимся с ограниченными возможностями, для педагогов с обучающимся, имеющими задержку психического развития, нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройство аутистического спектра, нарушение речи, нарушение слуха. Эти памятки написаны простым языком, и они очень короткие. И для начала, если у вас появился этот ребенок с такими особенностями развития, для начала можно вот туда зайти и прочитать эту памятку, чтобы понять, вот, ну, с чего начать, куда обратиться, куда посмотреть. Там перечислены основные какие-то выдержки из законов, которые, ну, естественно, связанных с образованием и реабилитацией этих детей, которые помогут вам сориентироваться в первый момент. Дальше посмотрим. Вот я просто для примера, значит, сделала фотографию памятки по работе с обучающимся, имеющимся нарушение речи. Если вы возьмете первую часть, тут вот общие вещи сказаны, а вот здесь вот, например, уже даны некоторые рекомендации методические, которые могут вас нацелить на то, чтобы куда посмотреть, что с этим ребенком можно делать. Вот, например, в процессе обучения учителю следует использовать четкие указания, поэтапно разъяснять задания, учить последовательно выполнять задания, повторять инструкции к выполнению задания, да, то есть ребенок с нарушениями речи, демонстрировать уже выполненное задание, например, решенная математическая задача, и таким детям это нужно, предоставлять дополнительное время для завершения задания, предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания и так далее. Например, советуют отказаться от проверок ребенка на скорость чтения, ну, это элементарный такой совет, который вот у нас, например, в Сыктывкаре открылись классы, когда для детей с нарушениями речи сначала педагоги, поскольку для них это было в новинку, ведь они большую часть времени посвящали чтению вслух и рассказам стихов для детей, у которых тяжелые нарушения речи. Может быть, нужно это сокращать постепенно и переходить на письменные какие-то задания, и в то же время, ну, чтобы, во-первых, стресс уменьшать у ребенка, во-вторых, чтобы он был более успешен, но задач очень много. Итак, вот такие же памятки есть, они неплохие, их можно почитать для того, чтобы понять, куда дальше следовать. Элемент номер 2, то есть я еще раз хочу повторить, обращайтесь к психолого-медико-педагогические комиссии, в центральную в том числе, за советами. Элемент номер 2, это региональный, у нас существует с сентября 2017 года, работает региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Надь, ты будешь говорить, да, про это, про центр или потом? Угу. Я хочу обратить внимание, что несмотря на то, что этот центр заточен на детей с расстройством аутистического спектра, то есть все специалисты отмечают, что у детей, да и вы видите, естественно, что у детей с ограниченными возможностями зачастую существуют элементы этого расстройства аутистического спектра, а есть, да, особенно поведенческие, да, то есть они закрываются, и, ну, там, не будем об этом сейчас говорить, а раз есть такие элементы, значит, советы, которые даются педагогам, работающим с детьми с расстройствами аутистического спектра, подходят и для педагогов, которые работают с другими особенностями у детей. Более того, надо сказать, что методики и подходы, разработанные для детей с расстройством аутистического спектра, настолько интересны и подробны и переносимы даже на здоровых детей, что во всем мире, например, эти методики, некоторые из этих методик используют для того, чтобы просто воспитывать обычных здоровых детей, потому что они очень хорошо работают, очень хорошо расписаны. Вот, если вы видите вот здесь вот с краешку, да, у нас, кстати, почему-то не вся презентация видна, не целиком она на экране, вот, но потом вы увидите у себя. Особые образовательные потребности, вот тут вот, например, смотрите, есть методическая копилка для родителей и педагогов. Сейчас нам поправят тут, если возможно, уменьшить, чтобы у нас умещалось все. Спасибо за действие, но это было не то. Ладно, мы разберемся. Вот, методическая копилка для родителей и педагогов, например, есть. Вот смотрите, тут тоже есть
описании и о потребностях образовательных этих детей, каким образом осуществляется комплексное сопровождение детей, то есть сборник материалов, ну, конференция, это тоже важно, да. Далее вы посмотрите маршрут для учителя. Вот это, кстати, документ, который был разработан тоже по нашей инициативе особого детства, но разработало из них его Министерство образования в содействии, содружестве с другими организациями. То есть методические рекомендации. Заходите туда и смотрите, что там есть новое, и там очень часто появляются какие-то вебинары, какие-то ссылки на какие-то очень хорошие, качественные материалы, которые вам помогут не только в работе с детьми с особенностями развития. Вот он, второй элемент. Идем дальше. Элемент третий. Элемент третий. Это просто хочется отдельно сказать, потому что это очень больная тема для всех родителей. Это больная тема для школ и детских садов. Это тьютор. Понимаете, тьютор – это именно тот человек, который в первую очередь, он как родитель для ребенка, который получает образование в том или ином образовательном учреждении, в детском саду. То есть именно он знает лучше всего ребенка. И сейчас я вам просто кратко скажу о том, какие задачи стоят перед тьютором и почему тьюторы возможны уже сегодня. Мы уже несколько лет, наша организация, бьемся над тем, чтобы тьюторов стали включать в штатное расписание образовательных учреждений, школы и детские сады. Это идет очень тяжело. И вот сегодня, вот я сейчас вам покажу, что пришло в Министерство образования, и мы предполагаем, Министерство отправило по районам это письмо, и из Министерства просвещения Российской Федерации 20 февраля 2019 года, вот как раз недавно, пришло письмо о сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью. В этом письме даны разъяснения о сопровождении образования, вот разъяснения по тьюторам в первую очередь, потому что сопровождать там тьюторы идут и ассистенты. Нас сейчас интересуют тьюторы. Про ассистенты вы тоже можете прочитать. Если нужно будет, мы ссылкой дадим ссылку на это письмо после уже нашего вебинара. Так вот, хочу обратить ваше внимание на то, что если вы еще не знакомы с должностными обязанностями тьютора, то вы удивитесь, насколько это незаменимый человек для ребенка с большими сложностями в развитии и в адаптации. Вот смотрите, должностные обязанности тьютора, они разделены, я их немножечко здесь сократила, то есть их немного больше, сократила до самых важных. Например, педагогическое сопровождение реализации индивидуального образовательного маршрута. Вот чем занимается тьютор. Он как раз выявляет потребности ребенка, да, естественно, образовательные потребности. Он участвует в разработке учебных планов, то есть он вам помощник, как педагогам, как воспитателям. Он подбирает и адаптирует педагогические средства индивидуализации образовательного процесса. О педагогических средствах мы потом чуть подробнее скажем, немного совсем вскользь, потому что вот эти педагогические средства действительно могут помочь ребенку побыстрее адаптироваться и вообще понимать, что происходит вокруг. Именно тьютор организует процесс индивидуальной работы, он занимается его организацией. Именно он участвует в том числе участвует в реализации адаптированной образовательной программы. Тьютор ваш первый помощник, если он у ребенка есть. Именно он организовывает взаимодействие с родителями в первую очередь. Это не значит, что педагоги, воспитатели не организовывают, но тьютор занимается этим в том числе. Смотрите дальше. Еще должностные обязанности тьютора в области организации образовательной среды для реализации индивидуальных образовательных маршрутов. То есть, вы все знаете, да, что среду организовывать надо, потому что среда, она тоже воспитывает, образовывает. Итак, что он делает? Он разрабатывает меры по обеспечению взаимодействия ребенка с различными субъектами образовательной среды. То есть тьютор – это то связующее звено, человек, который связует, не инструмент какой-то, а человек, который является связующим звеном. Он координирует это взаимодействие, то есть связывает вас всех друг с другом. Он организовывает зонирование образовательного пространства. Для многих детей это необходимо. Он занимается этим. Он организовывает помощь семье в построении семейной образовательной среды. То есть не просто дает какие-то там советы определенные, да, он именно составляет для них какую-то программу действий в построении
семейной образовательной среды. Вот такой термин здесь включен. И последняя из должностных обязанностей касается организационно-методического обеспечения реализации образовательных маршрутов и адаптированных образовательных программ. Тьютор, он разрабатывает и подбирает методы средств для формирования адаптированной образовательной среды для ребенка. Методические средства, тоже важно, это понятно, да? Он разрабатывает методические обеспечения взаимодействия субъектов образования в целях индивидуализации образовательного процесса. Там мы говорили о том, что он в принципе координирует это взаимодействие, он еще и методически обеспечивает это взаимодействие. И, наконец, он консультирует участников образовательного процесса по вопросам индивидуализации образования ребенка. То есть тьютор, на наш взгляд, это очень важный человек для успеха. Но не всем детям этот тьютор положен по закону, а только тем, кому он прописан по МПК. Говоря о ПМПК, как раз я сейчас хочу вам сказать о том, что у нас к нам часто обращаются родители и говорят о том, что им положен тьютор их ребенку, и этот тьютор есть записан, например, в заключении психолога медико-педагогической комиссии. Сейчас наконец-то пишут таких специалистов, как необходимых для ребенка. Но детский сад или школа говорит, что у вас нет полномочий его к себе взять в штат, и у нас нет на это средств. Вот пришло это письмо, это разъяснение, еще раз вам показываю, и я оттуда выписала вам для прочтения, чтобы оно осталось тут навсегда, цитату из этого письма. Давайте ее прочитаем. Образовательная организация обладает автономией, пишет Министерство просвещения. Под этой автономией понимается самостоятельность, в том числе в установлении штатного расписания, приеме на работе работников, распределение должностных обязанностей, создание условий и организации дополнительного профессионального образования работников. И идет ссылка на 28 статью Закона об образовании. И самый важный момент. Решение о введении в штатное расписание тьютора принимается именно руководителем образовательной организации, но на основании рекомендаций психолога медико-педагогической комиссии или же, а тут у нас большая подвижка, или же с учетом рекомендаций психолога медико-педагогического консилиума образовательного учреждения. То есть, если у ребенка, он пришел с заключением по МПК к вам в детский сад, и вы не видите там тьютора, но вы начинаете с ним работать и понимаете, что этот ребенок нуждается в сопровождении, педагогическом сопровождении, вы можете созвать психолога и без этого сопровождения, просто хочу обратить внимание, без этого сопровождения все будет только хуже. Будет хуже этому ребенку, будет хуже, тяжелее вам как педагогам, будет хуже остальным детям, которые в этой группе. Мы же понимаем, что тьютор, он нужен не только этому ребенку, он нужен вообще всему детскому саду. Это человек, который нужен остальным детям, потому что он помогает им же взаимодействовать с этим особенным ребенком. Так вот, если в заключении по МПК у этого ребенка нет тьютора, а вы видите, вы понимаете, что реальная потребность в этом тьюторе есть, можно созвать психолога медико-педагогических консилиум, Министерство просвещения пишет об этом, и рекомендовать введение в штат для этого ребенка тьютора. Но наверняка в вашем детском саду найдется еще один ребенок, который этому тьютору тоже пригодится. То есть, возможно, он будет работать на 2 детей, это уже вопрос организации образовательного процесса. Сохраните у себя этот слайд и принесите в ваше образовательное учреждение, покажите, что это возможно, и образовательная организация именно имеет все полномочия взять такого человека. Мы считаем, что он зачастую бывает незаменимым, потому что какими бы гениальными не были специалисты, но они не могут уделить максимальное количество времени одному какому-то особенному ребенку. У них много вокруг детей, и много стоит задач. И отсутствие тьютора – это в некоторых случаях это крах для результата по конкретному ребенку. Итак, мы сейчас разобрали 3 элемента. Теперь 4-й элемент – это как раз непосредственно то, что заявлена тема у нас. Это создание в образовательном учреждении межведомственных педагогических советов. Это тоже идея нашей организации.
навеянное проблемами, с которыми к нам приходят родители особых детей. Анализируя их проблемы и вообще работая, у нас же есть свой реабилитационный центр, вы знаете, «Синяя птица», да, и работая с нашими детьми, мы понимаем, каким образом, то есть анализируем вот эти сложности, и вот пришли к выводу, что необходимо попробовать использовать межведомственные педагогические советы. Надо сказать, что мы внесли это предложение на круглый стол в 2018 году. На круглом столе присутствовал нынешний министр образования Якимова Наталья Владимировна, и она горячо поддержала это предложение и дала поручение нашему, вот где мы сейчас находимся, Институте развития образования Коми-Республиканскому, разработать программу по вот этим внедрению межведомственных педагогических советов. Пока программа находится в стадии разработки, мы предлагаем вам просто попробовать их у себя. Потому что мы считаем, что это хороший инструмент именно организации межведомственного взаимодействия, а если говорить человеческим языком, инструмент как можно скорее понять ребенка, как можно меньше ему навредить в процессе его адаптации и как можно скорее его включить уже в полноценную работу. Из чего он состоит, давайте скажет, да? Вот, Надежда сейчас будет говорить про межведомственные педсоветы. Да, межведомственный педагогический совет, да, как сказала Юля, он необходим для развития ребенка и для составления какой-то единой стратегии дальнейшего развития, чтобы все участники воспитательного и образовательного процесса делали одно общее дело, так скажем, разделившись на какие-то свои участки работы, так скажем, да, по отношению к ребенку. И, конечно, участниками этого совета могут быть разные элементы, да, то есть детский сад, семья, школа, в которую идет, например, если детский сад передает в школу ребенка, это обязательно, да, если еще ребенок посещает реабилитационный центр или любые развивающие центры, если у ребенка есть собственные какие-то репетиторы, и особенно если к нему, если он уже имеет своего тьютера, который все знает, можно сказать, и о этом ребенке, и о том, на каком уровне развития и образовательного процесса он находится сейчас. Так. Дальше. И как элемент, как связующее звено, такое необходимое вот в этом межведомственном педагогическом совете, которое даст информацию, в общем-то, для всех участников процесса, это вот наша разработанная индивидуальная карта развития ребенка, которую вы уже видели, я думаю, что все ознакомились с ней, если были на наших предыдущих вебинарах, имеете представление, как ее заполнять. Кто-то, я надеюсь, уже заполняет эту карту. Так, дальше. Итак, значит, вот как раз у нас вопросы для подготовки педсовета. Да, это первый вопрос, кого позвать на межведомственный педсовет. Как раз у нас здесь в это индивидуальная карта развития, участники процесса сопровождения ребенка, они уже у нас здесь есть, и мы уже видим, кто непосредственно, с какого периода занимается с ребенком, или в какой период жизни, может быть, это какой-то был короткий отрезок, да, если это, может быть, давно было или вот недавно, то есть уже можно принять решение, кто должен быть, кроме конкретные люди, которые должны участвовать в этом педагогическом совете. Так, следующий вопрос. Также в чем заключаются особенности ребенка, да, то есть зачем мы этот педсовет собираем, ради чего, да, по сути дела, и здесь тоже нам поможет взять эту информацию опрос родителей, то есть не то что так называемое интервью, да, что мама или папа или кто там занимается непосредственно воспитанием ребенка может о нем сказать, то есть от рождения, можно сказать, до вот этого периода, когда необходимо созвать этот педсовет, опираясь на предложенные вопросы. Также вы с ними, я думаю, уже ознакомились и знаете, да, то есть отсюда мы берем, как видит особенности своего ребенка мама, и дальше у нас идут уже при заполнении особенности ребенка, которые выявляются на момент непосредственной работы с ребенком, да, то есть даже не
не те задачи, которые были поставлены, может быть, да, а именно чего добивается ребенок и каким образом он это добивается. И вот именно в процессе, какие особенности выявляются в процессе работы, где ребенку наиболее тяжело, где ему требуется помощь больше, чем обычным детям, да? То есть если, например, ребенок с какими-то не очень большими особенностями, то, может быть, у него там одно направление будет. Если у ребенка, например, поведенческие проблемы, то, как правило, они отражаются уже на всех сферах жизни ребенка, и здесь уже мы можем уже видеть, что говорит о нем психолог, дефектолог, как видит свою работу и как видит развитие ребенка, где оно западает, а где оно идет вперед. И другие участники также реабилитационного процесса, и воспитатели, которые передают этого ребенка уже в детский сад непосредственно, или в школу непосредственно, или, например, ребенка только-только получают детский сад из другого какого-то дошкольного учреждения. Также для работы в детском саду, если это даже не коррекционный детский сад, а обычный сад, и такой ребенок один попадает, и чтобы как можно быстрее его адаптировать, уже информация уже какая-то может быть получена, если ранее заполнялась эта карта. Или она быстрее сформируется, если сами начнут заполнять эту карту, уже картина будет более ясной. То есть, конечно, индивидуальные особенности ребенка, в чем он отличается от нормотипичных детей. Только на это мы смотрим внимание и концентрируем все свои силы в этом направлении. Так, и какие способы предлагаем мы и предлагают все, кто, в общем-то, работают с этими детьми. Мы можем донести их до вас сейчас, если... Да, мы здесь, нас следует отметить, что мы именно вот специально написали немного о способах, чтобы подчеркнуть, что это у нас не методический семинар про то, как работать с ребенком, то есть какие способы использовать. Мы сейчас предлагаем один способ, да? Мы предлагаем работать с индивидуальной картой развития. Вот он способ, вот он инструмент, да? Просто хотим, чтобы оно осталось у вас в презентации, и от этих способов можно много-много всяких других мини-способов, так скажем, приемов найти. Именно для того, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Да, потому что вот я даже сама по своей работе могу сказать, что когда ты работаешь с таким ребенком, с особенным, и у тебя идет взаимодействие с различными педагогами, и ты знаешь, где этот ребенок еще занимается, и чем он занимается, и какие успехи у него в той или иной области, то, в общем-то, какие-то приемы и методы, они уже приходят сами собой. И твоя работа уже отталкивается не только от того, что ты видишь, да, а от того, что происходит с этим ребенком за стенами твоего учреждения. Потому что, может быть, он у тебя где-то не адаптировался, может быть, что-то мешает ему показать то, что он показывает в другом месте. И, конечно, вот я думаю, что вот эта карта, она, конечно, ускорит вот эти все процессы. Да, и чтобы ребенок был всегда работоспособен и быстрее развивался, так скажем, в ногу, конечно, необходима смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной эмоциональной активности, поддержание осознания ребенком успешности обучения — это правило одной трудности. Вот, кстати, это очень важно, когда ребенок в состоянии успеха находится, когда он не загнан, да, вот как. То есть мы всегда должны понимать, что ребенок тоже должен отдыхать, и если он перенапрягся где-то, для некоторых детей, конечно, они могут, например, в режиме какое-то занятие провести от и до. Кому-то нужно занятие дробить на 5 минут, кому-то на 3 минуты даже, и делать какие-то перерывы. И, конечно, обязательно это поощрение, потому что если ребенок не получает никакого поощрения, то, естественно, он дальше уже идти не хочет. Он должен работать за что-то, да, то есть он должен знать, что его похвалят за это, что ему что-то дадут там и так далее. Я бы, кстати, тоже хотела отметить вот это вот правило одной трудности. Для особых детей, это вот то, что Надежда сказала, это чрезвычайно актуальная проблема,
Потому что обычно педагог, перед педагогом стоит определенный ряд задач, да, и мы обе педагоги, и мы знаем, что вот это вот правило одной трудности, оно всегда существует, это один из принципов педагогического образования ребенка. Но педагоги обычно трудность воспринимают как именно как нечто, то есть одна задача, педагогическая задача, образовательная. Приведу пример. Например, вы воспитатель, да, в группе детского сада, и у вас сейчас будет занятие сейчас у нас весна, да, тает снег, и там, допустим, появляются, значит, сосульки, течет вода, там ручьи, надо обувать, например, резиновые сапоги уже пора, да. То есть вы проходите вот эту тему, и вы считаете, что вот правило одной трудности для обычных детей. Мы берем только эту тему, а в остальном мы базируемся уже на существующем опыте и знаниях детей. И мы в этой теме, например, к примеру, лепим сосульку, к примеру, да, вот мы проходим это, да. С особыми детьми это не вариант, потому что перед ним еще стоит масса, скорее всего, нерешенных задач. Например, этому ребенку трудно сидеть на одном месте в течение 10 минут. Для него уже это трудность. Значит, наряду с сосулькой, с тем, чтобы слепить сосулькой, там, допустим, изучить вопрос, пару, там, допустим, деталей из весны, из темы весны, ему еще нужно посидеть на этом месте. Потом, например, еще вокруг все шумят, а он еще не адаптировался, он еще не научился чувствовать себя комфортно в состоянии гула, например, который вокруг. Пожалуйста, это уже третья трудность. Сосредотачивать себя на задаче, когда у тебя очень серьезные помехи. Например, еще у него брезгливое отношение к пластилину. Пожалуйста, для него это уже четвертая трудность. И часть из этих трудностей непреодолимы. И нам кажется, что мы всего лишь даем слепить сосульку. На самом деле перед ребенком мы ставим 4 задачи. Так вот, правило одной трудности подразумевает, что нужно все-таки на знакомом материале, допустим, он уже умеет, например, я не знаю, что-нибудь, намазывать пластилин на картонку, то есть все лепят, а он, например, намазывает, это он может, но при этом он учится, например, сидеть, у него уже одна трудность, учиться сидеть, то есть одна задача перед ним стоит. Вот. Правило одной трудности очень сложно выполнять, когда ребенок не подготовлен к групповой работе. Поэтому вот здесь, кстати, тоже обращаю внимание на тьютера, на необходимость тьютера, когда он находится рядышком и считывает вот эти вот все моменты, которые возникают у ребенка, вот состояние все его, когда он понимает, что ребенок все перестал воспринимать информацию, закончился его ресурс, нужно его переключить. Давай дальше. Да, это обязательно, да, как сказала Юля, вот правило одной трудности, и опять же получение подкрепления, то есть если мы там кого-то похвалили за сделанную сосульку, то этого ребенка мы уже похвалили за то, что он 10 минут очень хорошо сидел на этом месте, а ни в коем случае, что вот у всех получилось, а у тебя нет. Я это говорю, просто действительно многие педагоги грешат вот такими вещами. Так. Да, их ориентируются на результат, то есть, чтобы в итоге был результат какой-то. Да. Для ребенка этого результата уже посидеть эти 10 минут и выдержать. Надо обязательно искать то, за что мы можем его подкрепить, похвалить, чтобы он был успешен в своей работе, чтобы он в следующий раз еще раз захотел сесть и что-нибудь сделать. Так. Структурирование времени — это очень важный процесс, и составление наглядного расписания. Если дети обычные могут ориентироваться даже на слова педагога, что сейчас у нас завтрак, потом у нас там, например, мы убираем все за собой, у нас занятия и так далее, то особому ребенку необходимо иметь наглядное расписание. И каждый раз, каждый день ему показывать это расписание, что будет сейчас, что будет после и в течение всего дня. Это очень важно. Вот сейчас тоже я ездила на конференцию в Архангельск по улучшению жизни людей с ментальными нарушениями. И это вот звучало буквально от каждого докладчика о том, что расписание, главное приучать детей и взрослых даже вот с какими-то нарушениями к расписанию. Вот это просто вот как красной нитью шло вот на протяжении вот этих 2 дней.
стереотипное начало и окончание занятий дня, да, то есть когда ребенок особенно приучается к расписанию, и он знает, что зачем идет, и как это все начинается, и чем это все закончится, он становится спокойнее, и он становится продуктивнее в своей деятельности. И опять же, да, я хочу сказать, что это, как правило, это касается всех особых детей. И дети не только с ментальными нарушениями, но и с какими-то нарушениями опорно-двигательного аппарата, или там вот дети слабовидящие и слабослышащие, они должны четко знать, что, как начнется и что будет дальше. То есть стереотипное начало, наглядное расписание и так далее. Использование определенных предметов или событий для маркировки времени. Например, песочных часов. Я, конечно, не всегда согласна, что песочные часы нужны, потому что они могут в некоторых случаях вызвать тревогу все-таки у ребенка. То есть это не показатель того, что вы со всеми детьми должны эти песочные часы использовать. Конечно, они будут, например, где-то, если сенсорно ребенок к этому готов, и он готов смотреть, как сыпется этот песок, ему интересно, конечно, мы используем, да. Точно так же и в плане таймеров, да, то есть как ребенок реагирует на звук, нужно ему это или не нужно. То есть здесь все очень индивидуально. И даже если, вот, например, вы попробовали песочные часы или попробовали таймер или что-то ищете, вот как раз вы все свои результаты записываете вот в эту индивидуальную карту развития, чтобы уже другой педагог, например, не совершил какой-то ошибки и воспользовался вашими наблюдениями, вашими выводами уже относительно этого ребенка конкретного. Я думаю, что все вот это вот ваша работа других педагогов, она поможет более успешно ввести ребенка в группу детей, с которыми он занимается. Если это инклюзия, то в группу других детей, когда и другие дети могут быть привлечены. И также, опять же, инклюзия, она ведь заключается не только в том, что среди нормотипичных детей один ребенок с особенностями здоровья, но и, например, все дети с особенностями, но кто-то более функциональный, кто-то менее функциональный. И когда вот мы на это опираемся, уже, конечно, результаты будут более успешными и быстрыми. Я бы тоже хотела немножко добавить, вот как раз то, что Надежда говорила о том, что здесь всего лишь, вот вы видите на слайде, это не наши какие-то результаты наших каких-то научных раздумий, это общеизвестные уже вещи, мы их привели на этот слайд для того, чтобы, пояснить, что именно вот сюда, например, да, вот вы уже определились, да, разработали с ребенком самое удобное для него расписание. Вот именно вот с помощью вот этих вот, например, фотографий или, допустим, изображений предметов вы обозначаете следующий вид, все виды деятельности, последовательность, да. Вы можете даже сфотографировать это расписание, которое у вас получилось, и каким-то образом приклеить сюда, чтобы следующий педагог видел, какое вы используете расписание. Он может повторить за вами или использовать нечто, что, например, усложнит ваше расписание, то есть он пойдет дальше, следующий шаг сделает, но у ребенка не будет разбегаться глаза при, например, наличии 25 расписаний у 25 разных специалистов, это в идеале, конечно. То же самое стереотипное начало и окончание занятий дня. Вы можете прямо вот здесь, вы помните диалоговое окно, вот если вот здесь в верхней части, вот у нас называется участники реабилитационного процесса, как раз программа комплексного сопровождения. Здесь мы записываем, каждый специалист записывает свои задачи, которые он ставит на определенный промежуток времени. А здесь он пишет результаты, и самое главное, для нас даже важны не результаты здесь, чтобы были написаны, а именно рекомендации, что делать и что не делать с этим ребенком, что идет, а что его, наоборот, приводит в плохое состояние. Так вот, например, стереотипное начало и окончание занятия. Вы поняли, что ребенок плохо реагирует на колокольчик. К примеру, да, вы хотели колокольчиком его зазывать, и потом через какое-то время поняли, что именно колокольчик его выводит из себя, например, или наоборот настраивает на расслабление какое-то. Вы об этом пишете, потому что вы для себя уже нашли другой способ
стереотипного начала и окончания, там свечка, например, какая-нибудь, или еще что-то. Вот это хорошо у него проходит, он умеет сосредотачиваться. Или, например, этот ребенок расторможен, да, и ему необходимо, ну, у него нарушение какой-то сенсорной интеграции, ему необходимо, например, чтобы вы его покрутили сначала, он выплеснул вот эту вот энергию, зарядился бы и сел бы, занимался. И вы вот пишете, например, хорошо покрутить перед началом занятия, например, какое-нибудь колесо ему сделать, вот, посадите, он все сосредоточился. И вот таким образом вот эти вот, то, что сейчас вот вы видите на слайдах, и много-многое другое, и существует же масса всяких приемов, мы можем записывать, что проходит с детьми, что не проходит, и уточнять именно, индивидуализировать относительно этого ребенка. Так, идем мы дальше, да, к последнему моменту. Да, разноуровневое задание тоже. Это уже, да, когда уже ребенок сидит в группе. Да, Угу. да. Общая деятельность, да, в которой у каждого ученика своя роль. Например, дети делают какую-то одну поделку, например, группа детей. Один ребенок одну поделку делает, другие, например, 5 человек делают одну поделку, да. Кто-то, например, делает уши, кто-то может делать только колбаску лепить, он делает ноги, там руки, кто-то может уже глазки там сделать, еще чего-то, да. То есть мы получаем свой продукт. То есть не то, что каждый ребенок получает что-то, а вот именно, что они вместе все что-то сделали, каждый был успешен в своей роли, в своей личной роли. Дальше внешние схожие задания с разным уровнем сложности. Ну, в общем-то, это тоже, когда группа детей, это тоже очень, очень важно. Сходные задания с разной долей помощи педагога. Если есть тьютер, то, конечно, это будет большая помощь. Если есть возможность педагога помогать детям, то, опять же, если знать заранее, в какой помощи будет нуждаться тот или иной ребенок, уже быть готовым к этому, чтобы успеть помочь этому в этой деятельности, этому в этой деятельности во время одного группового занятия, например. Так, разные формы ответа на одно задание. Ну, конечно, да, тоже здесь зависит все от уровня ребенка. Опять же, как мы говорили, одного мы хвалим за такой ответ, другого мы хвалим за более слабый ответ, но если это для его уровня показатель, то мы обязательно его хвалим за это. Или даже то, что он вообще ответил на это задание хоть как-то. Так, ну и так далее. Здесь уже даны другие способы, как можно провести разноуровневые задания, в какой степени они могут быть, в какой степени задания уровень может быть разный. Сейчас у нас тут дальше, это у нас уже... Я хотела бы вернуться к вот этому моменту, вот, по поводу организации межведомственных педагогических советов. Надежда рассказала о содержании этого межведомственного педагогического совета, а я расскажу именно об организации. То есть что это такое? Для начала, естественно, да, каждое образовательное учреждение должно какое-то разработать положение о межведомственном педагогическом совете, да, где расписать, каким образом он проходит, с какой целью, в какой момент, как приглашать людей, на основе чего-то. Из других же учреждений мы приглашаем специалистов. На основе чего, там, письмами или звонками, или как обеспечить явку, там, и прочие вещи, какие вопросы могут быть решены, каков результат на выходе, да, этого, то есть собрания межведомственного педагогического совета. И вот смотрите, раз вот к нам, допустим, пришел ребенок, или же мы встали в тупик, это совершенно нормальная ситуация, то есть все так делают, становятся в один момент в тупик какой-то, не знают, что дальше делать. Вот мы принимаем решение нашим консилиумом или, там, допустим, с администрацией детского сада, так, нам нужно срочно собрать межведомственный педагогический совет по Васе. Вася не может адаптироваться, с Васей мы не знаем, что делать. У нас есть вот индивидуальная карта развития, да? Значит, мы смотрим в это положение и приглашаем, например, Вася перешел из другого детского сада. Мы приглашаем воспитателей, мы смотрим вот сюда, как сказала Надежда, куда мы там смотрим, мы смотрим, вот здесь у нас есть все контакты, да, контакты тех людей, которые занимались с ними. За последнее время смотрим, да, хотя бы какие контакты. Мы звоним и приглашаем наш межведомственный педагогический совет с такой формулировкой: мы хотим с вами посоветоваться, как нам быть с нашим ребенком, с Васей, да, как нам улучшить с ним работу, как, например, разработать какой-то индивидуальный план развития этого ребенка, образовательный маршрут, да.
мы приглашаем из детского сада предыдущего, да, например, каких-то специалистов мы спросим прийти из реабилитационного центра, например, обязательно на этом совете должны присутствовать родители, хотя бы один, да, потому что родитель первый педагог своего ребенка, и он знает его хорошо, особенно если это хороший родитель. Обязательно зовем людей из всех, специалистов из всех развивающих центров, в которые он ходил, и мы даже смотрим по этой индивидуальной карте развития или спрашиваем у родителей, что даже, наверное, правильнее будет в данном случае, спрашиваем у родителей, а какие педагоги хорошо находили язык с вашим ребенком, какие педагоги хорошо занимались и были эффективны, хорошие результаты. И он называет этих педагогов. И мы смотрим туда, в адресной вот этой книге, да, в страничке, и зовем этих педагогов именно с просьбой придите к нам, дайте нам советы, помогите нам разработать это, да, допустим, межведомственный педагогический совет 1,5 часа выделен, да, на это. Ну, это, наверное, мало, да, но для начала, да. И так вот мы приглашаем этих людей в определенный день, да, и уже готовясь к этому межведомственному педагогическому совету, мы определяем, да, то есть что мы скажем там. Во-первых, мы, конечно же, должны будем обсудить особенности ребенка, о которых Надежда говорила. Обсуждаем особенности и что с ними делать. Конечно же, мы всегда опираемся на эту карту, на эти записи, мы смотрим, как особенность, например, ребенка, он, ну вот мы уже приводили пример, он брезгует пластилин, да, как мы приучали, как кто-то приучал его к пластилину там, или еще что-то, да, какая-то особенность, как его усадить за занятие, как прекращать, ну, то есть занятия, как позволить ему встать, как его включать в группу, ну, и так далее, то есть всякие различные особенности в сочетании с методами, которые уже кто-то подобрал к этому ребенку. Потому что следующее у нас, да, как раз перед нами будет стоять задача, как быстрее адаптировать ребенка и индивидуализировать образовательный процесс. То, о чем мы говорили вот дальше, вот эти слайды, которые вы сейчас видите, и многое-многое другое, как мы уже сказали, это как раз то, что войдет в итоговый документ, если вы будете составлять документ, ну, какая-то бумага должна быть для вас в итоге остаться, уже сам детский сад решает, то есть это либо какой-то набросок плана, набросок советов и рекомендаций от других специалистов. Вы можете, если специалисты более отзывчивые, вы можете совместно составить какой-то план действий, то есть побольше времени этому уделять. И вы можете взять контакты тех специалистов, которые вам показались наиболее отзывчивыми и грамотными вот на этом межведомственном педсовете, и потом обращаться к ним за советами уже индивидуально. А вот мы, например, не можем то-то сделать, и как вы это делали? Вот. Межведомственный педсовет имеет свою целью, ну, кроме того, что, естественно, помочь ребенку, в первую очередь помочь педагогам, которые растерялись, или же которые только получили этого ребенка в свое распоряжение и не знают пока еще, что с ним делать. Поэтому мы вас призываем пытаться пробовать вот эти вот, апробировать эти межведомственные педагогические советы. Я думаю, что за ними будущее. Так, и подводя уже итоги, спасибо большое, что вы нас послушали. Мы ждем ваших вопросов к нам на почту. Вот вы видите email наш особая.детская@gmail.com по использованию индивидуальной карты развития. Возможно, у вас будут какие-то еще другие вопросы, может, по какому-то законодательству, мы тоже специалисты в этом направлении. У нас есть группа ВКонтакте «Педагоги без границ», вот она, видите. Там тоже мы набираем потихонечку различный методический материал. Ну и, естественно, напоминаю вам о том, что всегда обращайтесь в ПМПК, добивайтесь для своих детей тьюторов через психолого-педагогические консилиумы в том числе. Это вам очень облегчит работу, и это будет именно правильным шагом в деле помощи ребенка. Вот, там мы благодарим вас за то, что вы были с нами, и ждем вас на следующем вебинаре. А в ближайшее время у вас будет возможность дать нам уже более такую полную обратную связь на сайте Института развития образования. Мы еще точно не знаем, по какому адресу, но вам придет информация. Вы можете оставить потом свою ответную реакцию, так скажем, на нашу индивидуальную карту развития ребенка, чтобы мы могли какие-то итоги подвести предварительные и улучшать ее. Мы доработаем нашу индивидуальную карту развития при необходимости, или же, если мы получим определенные вопросы от вас, мы тоже ответим на эти вопросы следующим вебинаром. Так что всего вам хорошего. Спасибо. До свидания.